Спасибо, прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня проводим очередное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Все вместе, члены правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений, обсудим ход большой общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России. А они, напомню, установлены в таких ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация. И, конечно, в числе национальных целей уверенное, качественное развитие отечественной экономики, выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей. Именно с этой темы и предлагаю начать. Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем. Вновь хотела бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере. У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно. А пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки. Сегодня мы заслушаем подробный доклад и на этот счет. Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 годы вложения в основной капитал в России прибавились свыше 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Имею в виду такие направления, как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефти и газохимия. Хорошие темпы вложений демонстрировали в строительном комплексе. Здесь сыграли свою роль инструменты поддержки регионального развития, действий льготных ипотечных программ. Начиная с прошлого года, многие так называемые мегапроекты прошли основную фазу инвестиций. Они темпы инвестиций поддерживали, но практически многие из них завершились. Соответственно, общая динамика капиталовложений замедлилась. Есть, конечно, и другие факторы, но это существенные. Сейчас наша задача запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства. Подчеркну, важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики.
Нужно поддержать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросетей и генерирующих станций. Это тоже важнейшая задача, так как при развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов, потребление электроэнергии, конечно же, всегда, мы это с вами хорошо знаем, всегда растет и будет расти. У нас уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций. Повторю еще раз, задача выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе. С использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся. Но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно. Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но, тем не менее, это наиболее яркие примеры, и не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунду с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может обслужить больше пациентов за то же самое время. Ну, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц. Подобных примеров много, причем не только в Москве, включая телемедицину, автоматизацию записи на прием к врачу или специалисту в другой сфере, использование цифровых ассистентов при оказании услуг и так далее. Все это я видел своими глазами при поездках в регионы. Работает эффективно. Прошу каждое ведомство социального блока, в том числе на основе успешного опыта, сформировать портфель прорывных решений. Они будут обязательны для социальных организаций при вхождении в федеральный проект по повышению производительности труда. Кроме того, прошу коллег из социального блока принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. Об этом было объявлено, о ее разработке было объявлено еще на Петербургском экономическом форуме в июне текущего года. Повторю, возможности цифровых платформ нужно реализовать в полной мере, не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования. Такие разделы в национальной стратегии развития цифровых платформ нужно обязательно предусмотреть.
Далее. Для тех, кто уже трудится в экономике и социальной сфере, а также для сегодняшних студентов, будущих специалистов, важно открывать возможности осваивать передовые технологии, использовать их преимущества, постоянно повышать свою квалификацию. Это прямо касается системы государственного управления. Так, в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Она была подготовлена Сбером, администрацией президента, организацией «Россия – страна возможностей» и Российской академией народного хозяйства и госслужбы. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Но есть смысл. И те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы. Я прошу обратить на это внимание. Прошу администрацию проанализировать ситуацию, которая здесь складывается, вплоть до принятия конкретных мер, как в отношении тех, кто игнорирует, так и тех, кто просто отбывает номер. Он, значит, понять, если человек не ходит, неинтересно ему, ну, он никуда, значит, не стремится. Амбиций нет. Хороших амбиций нету. Ну вот, не нужно относиться к этому формально. Прошу вас, пожалуйста. Что еще хотел бы подчеркнуть? Сильные специалисты, современная инфраструктура – это залог высокого качества работы социальной сферы. А здесь главный критерий – это, конечно, оценки самих граждан. Начиная с текущего года через портал госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная, культурная организация. То есть дать обратную связь их руководителям, органам власти на местах. Пока такой сервис действует в 30 регионах. Призываю все субъекты Федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ, чтобы граждане могли без особых затруднений, например, с мобильных устройств, пользоваться такой возможностью. А Общероссийский народный фронт прошу взять на контроль динамику качества услуг, удовлетворенность граждан работой социальной сферы. Уважаемые коллеги, не раз отмечал, что современные усилия, совместные усилия государства, бизнеса, общественных объединений в рамках национальных проектов должны быть нацелены на главное, а именно последовательно улучшать качество жизни людей. Мы с вами постоянно об этом говорим. Нужно создавать возможности для каждого человека в каждом регионе страны получить профессию и найти хорошо оплачиваемую работу, обеспечить благополучие своей семьи, детей, жить в современных, комфортных условиях. Такие позитивные изменения должны фиксироваться не только в отчетах и докладах. Сами люди должны видеть, чувствовать изменения к лучшему. Это главный критерий. А если что-то идет не так, и граждане на это справедливо указывают, обращают внимание, то нужно сразу же улавливать эти сигналы, принимать своевременные решения как на уровне федеральных органов, так и в регионах на местах. У нас действует система социологических оценок. Граждане могут высказать мнение о том, как обстоят дела в образовании, здравоохранении, в системе общественного транспорта и так далее, в своем городе или районе. Могут отметить успехи, либо указать на какие-то просчеты.
на недостатки. Правительство должно постоянно анализировать результаты такого мониторинга. Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают. Такое, конечно, есть. Где нужны дополнительные, а значит, там нужны дополнительные условия или ресурсы, дополнительные усилия или ресурсы. Сегодня мы заслушаем доклад правительства на этот счет. Добавлю, что Счетная палата по моему поручению провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе в решениях правительства Российской Федерации. Отмечу, на национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета, от частных инвесторов, из бюджетов субъектов федерации. И очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах с нужным финансированием. Здесь особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов. По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой суммы в распоряжении субъектов, за счет этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития. Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства. Обращаю внимание правительства, важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывает дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов. В то же время есть ситуации, когда универсальные стандартные подходы не работают, когда у регионов и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий, при этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень. В итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат. На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Нельзя оставлять такие субъекты Федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которые будут увязаны с четкой программой развития регионов. Этот подход, я думаю, что Минфина вполне обоснованный. Прошу правительство определить перечень таких субъектов Федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до 5 лет. Повторю еще раз, устойчивость региональных бюджетов – это в том числе прямая ответственность федерального правительства и Министерства финансов. Прошу исходить из этих принципиальных соображений. Спасибо большое за внимание. Слово Новаку Александру Валентиновичу. Пожалуйста, Александр Валентинович. Да. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению правительство разработало и утвердило план структурных изменений, который утвержден на период до 2030 года. Доложу о том, что уже сделано, и главные приоритеты на ближайшее время. Начну с общих трендов. С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям.
Несмотря на это, за последние 3 года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей. Сегодня Россия 4-я экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет произошло изменение структуры экономического роста. Так в экономике почти в 3 раза сократилась доля чистого экспорта, и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок. Увеличились инвестиции, доля инвестиций составила 23,3% в прошлом году. Это максимальный исторический уровень за последние 15 лет. Изменилась и отраслевая структура. Основной драйвер – обрабатывающая промышленность. Ее доля выросла с 13% до почти 15% в прошлом году. И впервые обработка устойчиво превышает добычу более чем в 1,5 раза. Доля отраслей с высокой добавленной стоимостью также выросла с 15% до 18,4%. С учетом текущих вызовов наша основная задача – перейти к модели устойчивого развития экономики. Именно на это направлен план структурных изменений. Он предусматривает трансформацию структуры экономики по таким ключевым направлениям, как инвестиции, рынок труда, доходы и потребление, технологическое развитие, внешняя торговля и обеление экономики. Коротко об итогах реализации плана. За прошлый год из 33 индикаторов плановые значения достигнуты по 31. В первом полугодии этого года достигнуты 13 из 14 индикаторов, по 8 досрочно. Из 55 мероприятий плана 11 исполнены полностью, 44 в работе в соответствии с плановыми сроками. По инвестициям. Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование. При этом существенно до 7% увеличилась доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций и снизилась роль бюджетных инвестиций. Их доля сократилась до 15,4%. Сохраняется высокая доля государственных компаний. На долю 5 крупнейших приходится более 15% всех инвестиций. Этот тренд в структурных инвестициях продолжится и в ближайшие годы. С учетом этого начали работу по запуску нового инвестиционного цикла в соответствии с вашим поручением, которое вы дали на Санкт-Петербургском экономическом форуме в этом году. На базе этого определены основные приоритеты. Первое – расчистка накопленных долгов и убытков в ключевых отраслях через механизмы реструктуризации и добанкротной санации. Для этого в рамках плана в этом году был разработан и принят соответствующий закон о банкротстве. Второе – создание стимулов по полному использованию существующей транспортной, промышленной, энергетической инфраструктуры, в том числе перепрофилирование под внутренние грузопотоки незагруженной экспортной инфраструктуры. Третье – четкие приоритеты в господдержке инвестиций. Это проекты технологического суверенитета, где требуется кратный рост инвестиций. Пример – авиация, судостроение, электроника. Сектора, направленные на удовлетворение внутреннего спроса – это туризм, креативные индустрии, общественный транспорт, производство потребительских товаров. Обеспечение технологического суверенитета за счет выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения на базе оборонных разработок. Продолжаем развивать отечественные беспилотные авиационные системы и развертывание систем низкоорбитальной спутниковой связи. Сквозным инструментом отбора станет таксономия проектов, система критериев соответствия приоритетам развития экономики. Не только привязка к ней норматива Банка России для выдачи кредитного финансирования, но и фильтр для любой господдержки инвестиционных проектов. Четвертое – институциональные условия ведения бизнеса. Это стабильные налоговые условия, защита прав собственности, снижение административных барьеров, сокращение сроков техприсоединения, отмена избыточных барьеров и проверок. То, что мы делаем в рамках плана, и ключевым инструментом здесь является национальная модель ведения условий бизнеса. На середину июля исполнено более 50% мероприятий. И важный шаг – в этом году был принят закон о сроке исковой давности по приватизационным сделкам. Отдельной задачей является привлечение дополнительных инвестиций на фондовый рынок.
Создаем условия, чтобы граждане были заинтересованы размещать на фондовом рынке средства, также больше корпоративных размещений, финансирование через капитал вместо дорогого кредита. Для этого правительством в текущем году был подготовлен и внесен в Государственную Думу законопроект об инвестиционном товариществе, который уже принят в первом чтении. Он предусматривает новую форму договоров и позволяет увеличить приток объемов прямых и венчурных инвестиций в нашу экономику. Следующее направление структурной трансформации – рынок труда. При низкой безработице и оттоке кадров в сферу безопасности на первый план выходят меры по повышению гибкости рынка труда и повышению производительности труда. Что уже сделано? Приняты изменения в Трудовой кодекс, увеличение лимита сверхурочных часов работы, согласие сотрудников при усилении гарантий для работников. Вступит в силу с 1 сентября. Принят также план мероприятий по реализации концепции миграционной политики, позволяющей точечно использовать механизмы целевого набора мигрантов. Совершенствуем механизм ученического договора. Соответствующий законопроект разработан, находится уже в правительстве. Реализуем меры по повышению экономической активности отдельных категорий граждан с применением форм гибкой занятости. Молодежи, ветеранов СВО, родителей с детьми, предпенсионеров, пенсионеров и других. Ключевой ответ на дефицит кадров – это рост производительности труда, в том числе за счет оптимизации процессов, их автоматизации, цифровизации, снятия регуляторных ограничений. Для этого сформировано 17 отраслевых программ. Главный параметр программы – это вклад производительности в компенсацию кадрового дефицита. Реализация отраслевых программ повышения производительности должна заместить 3,3 миллиона кадров к 2030 году, что в свою очередь может покрыть дефицит в 1,6 миллиона и обеспечить дополнительный резерв в 1,7 миллионов для высокопроизводительных секторов. В реальном секторе только с начала этого года начата реализация более 1200 адресных проектов с привлечением экспертов центров компетенций. На этих предприятиях в среднем выработка увеличилась на 57%, сроки производства снизились на треть. В социальной сфере охвачено 8300 организаций. До конца года планируется вовлечь 18 тысяч учреждений. Это соответствует примерно 15% общего плана. Задача к 2030 году – охватить все учреждения в соответствии с вашим майским указом, Владимир Владимирович. Также работаем со сквозными потоками, которые позволяют выявить узкие места, но не только на отдельном производстве, но и по всей кооперационной цепочке создания продукта. Как пример позитивно, это пилотный проект по росту производительности труда при производстве самолета Ту-214. Для массового сегмента и малого среднего предпринимательства тиражируем коробочные решения в туризме, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве. Еще одно направление – это изменение структуры потребления. Мы опираемся на потребительский спрос как на ключевой фактор экономического роста. Этот рост будет основан на увеличении доходов граждан. За 3 года реальные доходы выросли на 26%, при этом менялась структура доходов, увеличилась доля оплаты труда, и именно оплата труда обеспечивает около 60% прироста доходов. Удвоилась доля доходов от собственности на фоне высокой нормы сбережений и высоких процентных ставок. Ключевая цель – наращивание доходов низкодоходных групп и снижение неравенства. Это основа спроса на отечественные товары и услуги. По итогам прошлого года достигнуты все 12 индикаторов. Правительством приняты меры для повышения доходов наименее обеспеченных групп граждан. Так расширен охват финансовой поддержки семьям с детьми, многодетным семьям, имеющим 2 и более детей. Расширен охват граждан с низкими доходами, социальной помощью на основе социального контракта. Закреплен приоритетный порядок заключения социального контракта с многодетными семьями и семьями с детьми. Закреплен новый вид соцконтракта для участников СВО в целях осуществления ими предпринимательской деятельности. Важная часть работы – это структурные изменения в отраслевом разрезе. Для устойчивого роста экономики важная составляющая структурных изменений и технологическое развитие. За последние годы отмечаем устойчивый тренд, рост доли отраслей с высокой добавленной стоимостью. Изменение отраслевой структуры экономики невозможно без повышения уровня ее технологической независимости.
И одним из важнейших инструментов является национальный проект по обеспечению технологического лидерства. Их реализация будет продолжена в приоритетном порядке. По вашему поручению, Владимир Владимирович, работаем над 3 стратегиями. 2 из них уже утверждены правительством по развитию искусственного интеллекта и по беспилотным авиационным системам. Работаем над их реализацией. 3-я стратегия, вы сказали в своем вступительном слове, по платформизации всех сфер экономики. Она еще в работе. Под руководством председателя правительства проведена стратегическая сессия по ее обсуждению. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Отдельное внимание уделяемо развитию отраслей, стимулирующих потребительский спрос. Доля туризма, в частности, в экономике должна вырасти до 5% к 2030 году, креативных индустрий до 6%. И ежегодно мы наблюдаем сейчас уже увеличение доли роста этих отраслей, доли в экономике. Еще одно важное направление – это структурная трансформация во внешней торговле. Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны. По итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84%. При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. При этом доля рубля в расчетах увеличилась до 56%. Положительный тренд – рост объемов не сырьевого, не энергетического экспорта, в том числе за счет комплекса мер по поддержке инвестиционных проектов российских компаний в опорных странах и таможенно-тарифных инструментов. Наконец, еще одно направление – это обеление отдельных секторов экономики. В рамках его реализации в текущем году запущена система подтверждения ожидания товаров, так называемый СПОТ, которая обеспечивает контроль ввоза грузов из стран ЕС. Приняты также 2 закона и ваш указ. Также разработан ряд законопроектов, которые рассчитываем в ближайшее время принять. В соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением дополнили план структурных изменений разделом по обеспечению сбалансированного социально-экономического развития регионов. В него включены меры по снижению долговой нагрузки субъектов, по переводу неэффективно используемого регионального имущества в работающий экономический актив, сокращению бюджетной дифференциации между субъектами, а также стимулы по улучшению инвестиционного климата. По ходу реализации мероприятий мы будем проводить оценку эффективности применяемых мер. Реализация плана структурных изменений находится в приоритетном фокусе работы правительства. Реализация всех этих мер должна обеспечить, как вы поставили задачу, Владимир Ильич, выход экономики на целевую устойчивую траекторию роста. Прошу поддержать предложенные подходы. Спасибо. Спасибо большое. Мы много говорили об обелении, а по сути это декриминализация экономики в значительной степени. Но вот хотел бы поблагодарить тех, кто этим занимается. В целом первые шаги сделаны, достаточно, мне кажется, эффективная. Да, этот СПОТ эффективно начинает все работать и приносит конкретные результаты. Так, пожалуйста, по сбалансированности бюджетов субъектов. Антон Германович, прошу. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, исполнение бюджетов регионов в текущем году осуществляется в плановом порядке. С начала года доходы региональных бюджетов возросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Увеличились поступления и налога на доходы физических лиц, основной доходный источник регионов. Увеличение составило 10%, и рост мы видим в 87 субъектах Российской Федерации. Что важно, растут и поступления налога на прибыль. Они увеличились на 6%, и этот рост мы зафиксировали в 51 субъекте Российской Федерации. Расходы регионов увеличились также на эту же величину, на 6%. Размер составил 15,2 триллиона рублей. Возросли расходы на оплату труда, социальную поддержку граждан, закупки, капитальные вложения.
Баланс региональных бюджетов составил 170 миллиардов рублей. С профицитом исполнены субъекты в 36 субъектах Российской Федерации. Госдолг. Госдолг сократился с начала года на 115 миллиардов рублей и составил 3,3 триллиона рублей, или 17% к собственным доходам. Это невысокий уровень, и можно сказать, что долг в целом находится под контролем. Основным фактором снижения долговой нагрузки стало списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Объем такого списания составил 518 миллиардов рублей, и этим инструментом воспользовалось 76 субъектов Российской Федерации. Большая часть высвобождаемых ресурсов направлена на поддержку семей военнослужащих специальной военной операции, а также расходы, связанные с специальной военной операцией. Это более 300 миллиардов рублей из 517 миллиардов рублей. Также ресурсы были дополнительно предоставлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 90 миллиардов рублей из объема списанных средств. Важно, что рыночный долг регионов снизился за период с начала года на 60 миллиардов рублей и составил 5,2% от собственных доходов. 43 региона не имеют рыночной задолженности. Еще у 24 регионов она составляет менее 10% от собственных доходов. Мы тесно взаимодействуем с регионами, имеющими повышенную долговую нагрузку, в первую очередь по коммерческим кредитам. Таким регионам оказываем поддержку, с одной стороны, финансовую поддержку, но с другой стороны требуем и принятия мер по сбалансированности бюджетов. Какие задачи регионов мы видим в текущем году? Видим, что планы у субъектов увеличиваются с точки зрения расходной части, в первую очередь связанных с решением социальных вопросов. Провели работу вместе с регионами по принятию программ повышения устойчивости региональных финансов. Цель таких программ – это определить приоритеты в расходах, возможности привлечения дополнительных ресурсов, контроль за дефицитностью региональных бюджетов. Все регионы подготовили программы по повышению устойчивости финансов. Дополнительный эффект на бюджетный баланс от этих программ в текущем году составил 580 миллиардов рублей. Это важная работа, которой необходимо заниматься на постоянной основе. Правительство Российской Федерации активно участвует в поддержке субъектов Российской Федерации. Здесь принято решение по расширению возможности списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов-получателей дотаций с направлением высвобождаемых средств на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Модернизировали механизм предоставления казначейских кредитов. Теперь кредиты предоставляются не на полгода-год, а оперативно, закрывая кассовый разрыв в течение месяца, с тем, чтобы регионы меньше обращались в коммерческие банки. Сейчас действует пилот по такому механизму в 4 регионах, а с сентября уже этот механизм будет доступен для всех субъектов Российской Федерации. Подготовлено решение правительства о гибком использовании регионами субсидий федерального бюджета на цели подготовки к зиме и обеспечения бесперебойной работы коммунальных организаций. Поддержим регионы, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации. До конца года распределим дотации на сбалансированность в сумме более 100 миллиардов рублей. Принципы распределения – это безусловное выполнение всех первоочередных обязательств регионов, а также контроль за долговой нагрузкой субъектов Российской Федерации с тем, чтобы она не превышала безопасные пределы. Какие среднесрочные меры по поддержке региональных бюджетов предусматриваются? Принятые программы оздоровления региональных финансов направлены не только на текущий год, но и на среднесрочный период. Бюджетный эффект программ в следующем году оцениваем в более чем 800 миллиардов рублей. Но этого недостаточно. Реализация мер программ должна учитываться при формировании бюджетов регионов на предстоящую трехлетку. Хорошим подспорьем в решении этой задачи
будет реализация вашего поручения, уважаемый Владимир Владимирович, по переносе срока погашения 1/3 задолженности по бюджетным кредитам с 27 по 29 года на 31 и 33 года. Соответствующий законопроект внесем осенью в составе бюджетного пакета. Это позволит высвободить на предстоящую трехлетку в бюджетах регионов почти 300 миллиардов рублей. Дополнительно расширим для субъектов возможности списания 2/3 задолженности с направлением высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач по специальной военной операции. Минфин России продолжит взаимодействие с субъектами в части мониторинга исполнения бюджетов. В регионах с высокой долговой нагрузкой подготовим меры по ограничению дефицита и обеспечению устойчивости бюджетов в среднесрочной перспективе. Такие возможности и финансовые ресурсы предусматриваются. Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, сегодня идет подготовка региональных бюджетов на предстоящую трехлетку. Совместно с субъектами продолжим взаимодействие по формированию их финансовых планов с тем, чтобы обеспечить устойчивость региональных финансов и полное выполнение ими своими субъектами Российской Федерации своих обязательств. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Благодарю вас. Давайте дальше пойдем. О работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития. Дмитрий Юрьевич Григоренко, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом у нас определены 7 национальных целей развития России до 30 года и на перспективу до 36 года. И каждая национальная цель подразумевает под собой целый комплекс различных мероприятий, которые необходимо выполнить и реализовать для достижения конкретной национальной цели. И речь идет о конкретных проектах, это строительство школ, дорог, больниц, ну и так далее. И у нас, допустим, только в 2026 году в целом по стране запланировано более 2000 таких мероприятий. И каждое из этих мероприятий у нас оцифровано и разложено на измеримые показатели, то есть физические величины, штуки, проценты, рубли. В итоге мы фактически в режиме реального времени в цифровом формате мониторим исполнение всех проектов, которые мы реализуем для достижения национальных целей. И в цифровой информационной системе, она так и называется, государственная автоматизированная система управления, мы видим сроки ответственных, статус исполнения по каждому проекту, по каждому из всех 2000 проектов, которые мы реализуем. И, кстати, также мы видим заранее риски невыполнения конкретного мероприятия, что дает нам возможность не ждать окончания сроков и не реагировать на несделанное, а заранее понимать, где нам нужно приложить максимальные усилия, чтобы сделать вовремя. По факту мы создали систему, которая в моменте и в масштабе всей страны позволяет видеть, что у нас сделано, а где мы отклоняемся от плана и где нужно, как я уже сказал, реагировать. Все это позволяет нам достигнуть достаточно высокого уровня исполнительской дисциплины. Например, средний уровень достижения национальных целей по итогам первого полугодия в целом по стране составляет 99%. То есть фактически то, что мы запланировали, мы делаем, и делаем это для людей. Поэтому важно понимать, как люди видят, как граждане видят эти изменения, положительные изменения от выполнения тех проектов, которые мы реализуем, и как граждане оценивают результаты этой работы. По вашему поручению у нас реализована система регулярных социологических опросов населения. Она действует с конца 2025 года. Это система социологических опросов населения, реализации национальных целей. Фактически через социологию, через соцопросы мы видим мнение людей о качестве жизни в стране, о результатах работы государства и так далее. У нас на сегодняшний день установлено 32 социологических показателя, например, доступность жилья, удовлетворенность общественным транспортом, работа медучреждением, оказание госуслуг, ну и так далее.
Такие опросы, как я уже сказал, проводятся раз в квартал, и получаем их от администрации президента, то есть это не сами себя мы оцениваем. И на базе этой социологии формируется, естественно, топ-10 регионов с наилучшими результатами выполнения государственных проектов. Ну и отдельным треком у нас фиксируются субъекты Российской Федерации с наименьшими результатами, и мы за эти прошедшие 3 квартала видим, что это порядка 10 субъектов по стране. Конечно, социология показывает общую картину, где люди недовольны транспортом, где медициной, где жильем, ну и так далее. И мы видим, что в регионах есть общая проблематика, которая влияет на отношение граждан к сделанным мероприятиям. И на сегодняшний день мы проанализировали все причины и вышли на то, что существует 4 группы основных причин, которые влияют на отношение граждан к сделанному и реализованному в рамках национальных целей. Первое – это не всегда точечное информирование о сделанном. Граждане не всегда до конца знают о доступных мерах поддержки, о каких-то положительных результатах, тем более, что не всегда эффект можно оценить и увидеть в моменте, когда заканчивается какой-то проект. Второе – это присутствует определенный кадровый дефицит, нехватка педагогов, врачей, технических специалистов. Третье – это слабая организация управления процессами, включая несогласованность действий, задержка сроков тех же и так далее. Ну и четвертое – это недостаточность ресурсов, прежде всего финансовых, в том числе из-за роста цен и ограниченность кредитного финансирования. Ну и не всегда качественная инфраструктура, износ транспорта, соцобъектов, коммуникации и так далее. Что мы делаем? Все причины недостижения показателей мы в тесном контакте отрабатываем с субъектами Российской Федерации. У нас с каждым субъектом Российской Федерации выстроена такая системная постоянная работа. И анализируя причины, мы тут же вырабатываем комплексный набор конкретных мероприятий для решения вопросов, которые волнуют наших граждан. И, допустим, на сегодняшний день у нас уже около 1500 конкретных мероприятий мы реализовываем, отталкиваясь от социологии и от обращений наших граждан в ответ на ту проблематику, которую граждане в качестве вопросов ставят перед нами. Меры дают эффект, мы это уже видим. По ряду показателей мы уже видим положительную динамику в сравнении, естественно, с 4-м кварталом 2025 года. Это первый срез по социологическим исследованиям. У нас, допустим, Оренбургская, Кемеровская области уже выросла удовлетворенность качеством медуслуг. Мордовия, Приморье, Томск растет удовлетворенность работы общественного транспорта. Бурятия, Карелия, Псков, растет качество работы госслужащих, ну и так далее. Опросы населения важный, даже важнейший, наверное, источник информации для нас. Он показывает, как граждане относятся к тому, что мы делаем. И чем точнее мы понимаем, что именно беспокоит граждан, тем эффективнее мы можем отрабатывать возникающие вопросы. В этой связи мы совместно с администрацией президента и комиссиями Госсовета дополнительно сейчас прорабатываем методику опросов. Мы ее делаем более четче и содержательнее, считаем, чтобы она была еще более точечна, чтобы более точно понимать, что же не так и что волнует наших граждан. Потому что у нас сейчас по ряду показателей достаточно высокая волатильность, когда оценки граждан от квартала к кварталу достаточно серьезно прыгают, иногда даже на 20 и более процентов. Но мы такие случаи отдельно отрабатываем и выясняем, что же является причиной. Все губернаторы вовлечены в эту работу, она ведется как на федеральном уровне, так и на местах. Более того, у нас в каждом субъекте Российской Федерации созданы региональные проектные офисы, которые постоянно отрабатывают всю полученную от граждан обратную связь. И речь идет не только о социологии, мы в дополнение к социологии еще отрабатываем обратную связь, которую мы получаем с того же портала госуслуг и с региональных порталов госуслуг, то есть это идет в дополнение. Ну и отдельно у нас есть еще дополнительные источники получения обратной связи, те же QR-коды, которые, допустим, на все объекты, которые строятся и реализуются в рамках нацпроектов, у нас присутствует, любой гражданин через мобильное устройство может по QR-коду направить любое обращение, любую реакцию, которая тут же к нам попадает, и мы ее отрабатываем. Эта работа ведется постоянно. На федеральном уровне ее координирует проектный офис, который вместе с субъектами Российской Федерации отслеживает вопросы и помогает выработать решения.
В завершении доклада я подчеркну, что параллельно министрам дано поручение правительства учитывать результаты социологических опросов в своей работе и планировании рабочих поездок по стране. То есть обратная связь граждан у нас действительно на сегодняшний день является важнейшей основой для принятия конкретных управленческих решений. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Наше общероссийское движение «Народный фронт» проводит постоянный мониторинг того, что мы делаем. Я попросил бы Михаила Михайловича высказаться по поводу результатов этого мониторинга. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению действительно Народный фронт ведет эту работу. Хочу сказать, что правительство и регионы проделали огромную работу, однако сохраняются определенные управленческие резервы. Остановлюсь на некоторых из них. Что касается нацеленной реализации потенциала каждого человека. У нас есть опрос педагогов и врачей, который показывает, что потенциал роста эффективности в снятии непрофильной отчетной нагрузки. 34% педагогов тратят на отчетную работу более 7 часов в неделю. Это четверть их рабочего времени. Фактически рабочий день может вырасти до 11-12 часов. Ежегодно в школу в среднем поступает около 2700 запросов. Укрупненно 900 из федеральных органов власти, 800 от органов местного самоуправления, 200 от региональных и только 150, кстати, от правоохранителей. Рособорнадзор, здесь надо им отдать должное, сократил и ограничил количество ведомственных опросов Минпросвещения для учителей. А работа, проведенная командой Росатома совместно с Минпросвещением в пилотных регионах, показала, что реально быстро отменить 150, просто отменить, и еще сразу оптимизировать 200. Это только работа внутри субъектов, без соответствующего взаимодействия с федеральными органами. Эту практику можно масштабировать, даже просто прекратив требовать документы, имеющиеся в открытом доступе в информационных системах. Мы часто слышим про дефицит ресурсов. Владимир Ильич, Народный фронт провел исследование в 30 муниципалитетов. Мы попробовали подсчитать совокупную годовую стоимость бюрократической нагрузки на тех, кто должен в первую очередь работать с людьми, учителей, врачей, работников местного самоуправления. И у нас получилось, что в пересчете на всю страну она составляет 275 тысяч условных полных ставок. Это может быть порядка 300 миллиардов рублей в год. Высвобождение этого ресурса, понятно, что это нельзя сделать сразу, это поэтапный процесс, но эквивалентно 3-5 годовым шагам целевой траектории производительности труда без капитальных вложений. Предлагаем регулярно проводить ревизию внутренней отчетности, внедрять автоматизацию и использовать современные технологические решения на базе искусственного интеллекта. А в качестве показателя эффективности этой работы включить национальный проект снижения затрат рабочего времени на отчетные процедуры. Национальная цель – сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Продолжается работа правительства и регионов по повышению мобильности многодетных семей. Появилась скидка на авиабилеты и проезд в железнодорожном транспорте. Сам процесс приобретения билетов стал проще и удобнее, люди это отмечают. Пока еще не решен вопрос с повышенным детским тарифом на такси, но мы двигаемся в эту сторону. Хотя объективно надо признать, что выросло число машин с детскими креслами, сократилось время подачи. Для большого количества многодетных семей автомобиль остается самым доступным видом транспорта. Народный фронт в пилотном режиме договорился с одной из крупнейших каршеринговых компаний о закупке микроавтобусов для многодетных семей, чтобы все помещались, и скидки от 30% на тариф. Уверен, Владимир Владимирович, что при вашей поддержке мы сможем эту практику сделать всеобщей, собрать всех остальных, и каршеринг станет таким как бы дополнительной возможностью для наших многодетных семей. В дополнение предлагаем поискать нам всем возможность бесплатного проезда по платным дорогам для многодетных, особенно на юг сейчас, когда дети ездят на оздоровление, в наиболее востребованных направлениях, и поэтапно включать в региональные меры поддержки, многие коллеги это уже делают, бесплатное обучение многодетных мам в автошколах. Валентина Ивановна реагирует, она нас регулярно собирает, мы это обсуждаем под ее началом. Национальная цель – цифровая трансформация. Мы сделали колоссальный шаг вперед по цифровизации услуг и разгрузили миллионы людей от бумажной бюрократии. Вот Дмитрий Ильич об этом говорил. Портал госуслуги стал одним из лучших социальных сервисов в мире. Однако люди жалуются на так называемые гибридные услуги. Это когда заявление подается онлайн,
но приходится доносить документы вручную. По нашим опросам с такой ситуацией сталкивалось до половины пользователей. Например, при получении единого пособия многодетные родители должны предоставлять в бумажном виде судебное решение по алиментам, справки из ГИБДД о нахождении автомобиля под арестом, справки из вузов о обычной форме обучения, размере стипендии, справки из банков о закрытии вкладов. То же самое у старшего поколения при назначении пенсий, особенно досрочной, северной, по выслуге лет, при оформлении звания ветеран труда и других услугах. Вторая проблема. Из цифровых отказов людям сложно понять конкретную причину. Нужно приходить лично, звонить на горячую линию, выяснять. Сегодня около 30% звонков в органы соцзащиты связаны с уточнением состава и места получения необходимых документов, выяснение причин отказа в предоставлении услуг. И третья проблема. Иногда людям самим нужно ходить по ведомствам и разбираться в ситуациях, когда документы автоматически не подтягиваются из электронной базы. Предлагаем в нас проекте считать электронную услугу с полностью оцифрованным клиентским путем для основной массы заявителей. Исключения будут всегда, но там, где проблемно именно в межведомственном взаимодействии, это должно решать государство. А в первоочередном порядке обратить внимание на услуги для многодетных семей, семей с маленькими детьми, потому что, когда читаешь прямую линию, обращение на вашу прямую линию, Владимир Владимирович, когда с маленьким ребенком нужно ехать за этими справками, конечно, это все вызывает эмоции. И других социально уязвимых категорий. Национальная цель – комфортная и безопасная среда для жизни. Благодаря усилиям Минстроя и региональных команд значительно выросла собираемость платежей за коммунальные услуги. Проделана огромная работа. При этом до четверти граждан сталкиваются с перебоями по отоплению, горячей воде, другими услугами. И напряжение у людей возникает сложностью получения перерасчета. Сейчас гражданин должен добиться акта, который составляет сама управляющая компания или ресурсно-снабжающая организация. То есть в понимании гражданина это виновная сторона. Особенно эта проблема актуальна для наших новых регионов, где вследствие террористических атак противника коммунальные услуги могут не оказываться месяцами, в течение длительного времени, по понятным причинам. И, конечно, гражданам не хотелось бы самим доказывать то, что эти услуги им не оказывались. Кроме того, пени гражданину за просрочку платежа начисляется автоматически, а перерасчет за некачественную услугу только по результатам процедур. Предлагаем упростить алгоритм и настроить автоматический перерасчет по данным приборов или диспетчерских журналах в случае длительных аварий без заявлений и актов. Уважаемый Владимир Владимирович, полный перечень наших предложений и результаты опросов мы в рабочем режиме направим в правительство. Кроме того, мы принимаем участие под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева в подготовке народной программы «Единой России», и при одобрении экспертным советом мы предложим их для включения в программу партии. Большое спасибо. Доклад закончил. Спасибо вам, Михаил Михайлович. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем специальной военной операции, и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться. Несколько слов попросил Евгению прийти сегодня и несколько слов по этим вопросам сказать. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за предоставленную возможность участвовать в масштабной работе по определению будущего нашей страны в составе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники специальной военной операции и их близкие – это особая категория граждан, которая требует повышенного внимания и поддержки со стороны государства. И мы все понимаем, что эта работа наша совместная надолго. На протяжении 3 лет Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с федеральными, региональными органами власти
общественными и некоммерческими организациями, участвуя в реализации национальных задач по повышению уровня удовлетворенности участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства, формирует комплексную систему. Многие министерства и региональные команды проводят большую работу, направленную на создание условий для ветеранов специальной военной операции, чтобы они могли реализовать свои потребности и планы в различных сферах. Приведу несколько примеров. Так, совместно с Минздравом России, начиная с 1 января прошлого года, было организовано проведение расширенной диспансеризации участников специальной военной операции, которая осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. И это нам позволило увеличить количество прошедших такую диспансеризацию в 2 раза. Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства, быть трудовым и демографическим ресурсом страны. Я приведу конкретный пример такой поддержки. История ветерана Рабжана Раднаева из Республики Бурятия. После окончания школы фермера он защитил собственный бизнес-проект, получил грант в размере 4,5 миллионов рублей, на который приобрел мини-трактор «Беларус» и 37 коров новой породы. К работе на ферме он привлек всю свою семью. Рабжан также является постоянным участником спортивных мероприятий, наших кубков, призером соревнований по гиревому спорту. Он поступил в колледж и сейчас является студентом педагогического колледжа. А в планах у него дальнейшее развитие хозяйства и создание селообразующего предприятия. Таких примеров у нас десятки тысяч. И это действительно хороший пример реализации государственной программы. Но в то же время практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Но эти вопросы требуют постоянного внимания, системного мониторинга и контроля, а также оперативного принятия решений уже сегодня, чтобы мы были готовы к возвращению еще большего количества ветеранов завтра. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов СВО и членов их семей. Реализация этого предложения сегодня не потребует дополнительного финансирования. Вы все спросите, а что даст включение отдельных мероприятий и целевых индикаторов? Это позволит выстроить системную работу в отношении этой категории, оценивать конкретные результаты и применять программный подход. Как следствие, это позволит повысить значимость и статус военной службы в целом, а также способствовать формированию в обществе уважительного отношения к подвигу защитников Отечества. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает. Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам сегодняшнего совета мы просим дать поручение органам власти разработать соответствующие изменения в государственные программы совместно с Фондом «Защитники Отечества». Спасибо за внимание. Благодарю вас, Анна Евгеньевна. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы что-то сказать по тем темам, которые мы сегодня обсуждали? Прошу вас. Или какие-то замечания сделать, внести предложения? Прошу вас.
Нет? Ну, смотрите, у нас есть перечень поручений, он скромный, состоит всего из 3 пунктов. Первый пункт касается завершения формирования регионального раздела плана структурных изменений в экономике до 30 года. Здесь доклад до 1 октября, но нет исполнителя. Вот, Михаил Владимирович, может быть, Александр Валентинович, да, договорились. Вот, значит, второй касается мониторинга достижения целевых показателей. Михаил Владимирович, ну, это вы, да? И третий фактически пункт – это просьба к Народному фронту продолжить свою работу по мониторингу происходящих изменений. Я бы предложил учесть также и предложение Анны Евгеньевны. Ну, где-то нужно его разместить либо в первом, либо во втором пункте. Вписать. Может быть, не делать его отдельным, но куда-то там вмонтировать нужно обязательно. Обязательно. Вот. Ну, уважаемые коллеги, мы понимаем, насколько это важно, все, о чем мы сегодня говорили. Так прозвучало более или менее обстоятельно, но в то же время так в докладном варианте относительно и формально, но работа в целом не должна быть формальной, не должна носить формального характера. Все, что мы делаем, все важно. Нет ни одного второстепенного вопроса, просто ни одного. И прошу относиться вот к этой работе именно с пониманием важности того, что мы все вместе делаем. Всем большое спасибо. У меня просьба, значит, Мединский, Кожемяка, Лимаренко, Никитин. Я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально 2 слова еще сказать прямо и лично. Ладно? Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силонов и Сергей Евгеньевич Цивилев. Ладно? Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста. Всех благодарю. Спасибо большое. Всего доброго.